Слово для выступления предоставляется постоянному представителю Джоур Кенеша в Конституционном суде Сарану Самату Хуштабекович. Саламатар. Уважаемые судьи Конституционного суда, уважаемые Төрага, уважаемые участники судебного заседания. Джоур Кенеш Кыргызской Республики, рассмотрев и проанализировав ходатайство Айткула Икрама Назировича, считает приведенным в нем доводы необоснованным, а требования обращающих стороны не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии с частью 1 статьи 1 Конституции Кыргызская Республика – правовое государство. Деятельность государства основана прежде всего на верховенстве права, режиме законности, признании и соблюдении прав и свобод человека и гражданина. Обжалование судебных решений в апелляционном порядке урегулировано в главе 46 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики. Институт апелляционного производства – это система пересмотра судебных решений, не выступивших в законную силу вышестоящим судом. Он предоставляет сторонам возможность обжаловать решение суда первой инстанции, если они считают их неправильными или несправедливыми. Согласно требованиям статьи 397 Уголовного процессуального кодекса Республики, переговор, не выступивший в законную силу, а также и несудебные акты суда первой инстанции могут быть обжалованы в сторону апелляционного порядка. Право обжалования судебного решения принадлежит обвиняемому, оправданному лицу, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, их адвокатам и законным представителям, государственному обвинителю или вышестоящему прокурору, потерпевшему и его представителю, а также лицам, на имущество которых наложен арест. Лицо, ответственное за возмещение материального ущерба и морального вреда, вправе обжаловать судебное решение в части возмещения материального ущерба или морального вреда. Из вышеуказанной нормы следует, что действующим уголовным процессуальным законодательством предусмотрены все лица, чьи права и интересы могут быть затронуты судебным актом. Отсутствие уголовного процессуального законодательства, права лиц, не являющихся участником процесса, на апелляционное обжалование решения суда первой инстанции в полной мере обеспечит защиту прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве, а также обеспечение оперативности и эффективности уголовного судопроизводства. Предоставление права обжалования широкому кругу лиц могло бы привести к значительному увеличению числа апелляционных жалоб, что в свою очередь замедлило бы процесс и создало бы риски волокиты. Принцип процессуальной экономии в юридическом контексте стремится к эффективному использованию ресурсов в судебном процессе. Он направлен на минимизацию затрат времени, усилий и средств всех участников процесса, включая суд, сторон и других заинтересованных лиц. Апелляционное обжалование предполагает, что лицо, подающее жалобы, имеет непосредственный правовой интерес в исходе дела. Лица, не являющиеся участником процесса, как правило, не имеют такого непосредственного правового интереса. Их участие в апелляционном процессе могло бы привести к необоснованному вмешательству в судебное разбирательство. Расширение круга лиц, имеющих право на апелляционное обжалование, могло бы создать возможность для злоупотреблений, например, для подачи необоснованных жалоб с целью затягивания процесса или создания препятствий для правосудия. Механизм проверки законности судебных актов нижестоящими инстанциями реализуется посредством апелляционного и кассационного производства. Право на проверку судебных актов судом апелляционной и кассационной инстанции является важным компонентом обеспечения доступности правосудия. В Уголовном процессуальном кодексе установлены разные пределы прав суда апелляционной и кассационной инстанции. Апелляционное обжалование представляет собой инструмент контроля за осуществлением правосудия, который обеспечивается более широкими полномочиями суда апелляционной инстанции. Пределы проверки дела в суде апелляционной инстанции шире, чем у судов кассационной инстанции. Суду апелляционной инстанции предоставлено право повторного рассмотрения дела по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции и вынесения нового решения полностью или части. В этой связи в уголовном процессуальном законодательстве возбуждение затягивания дела апелляционным и кассационным производствах установлены разные субъекты обжалования. Принятым переговором в отношении одного лица не может быть предрешена судьба другого лица, поскольку переговор является процессуальным актом, содержащим ответ на основании вопроса уголовного судопроизводства о виновности или невиновности лица, ответственного за возмещение материального ущерба и лица, в отношении которого выносится приговор.
Соответственно, каждое решение, часть и переговор является самостоятельным судебным актом в отношении определенного оправданного или обвиняемого лица, не затрагивая права и интересы других лиц. В силу части 5 статьи 100 Конституции Республики процессуальное право участников судебного процесса, а также право лиц, чьи права и интересы были затронуты решением судов, в том числе право на обжалование решений, переговоров, а также порядок их осуществления определяется законом. Также, согласно части 3 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Республики, прокурор, поддерживающий обвинение суда первой инстанции, вносит представление на каждый незаконный и необоснованный судебный акт. Согласно статье 41 Конституционного закона Кыргызской Республики о прокуратуре Кыргызской Республики, прокурор, согласно процессуальным законодательствам Кыргызской Республики, вправе обратиться в суд с заявлением или выступать в дело в любой стадии процесса, если это требует защиты прав граждан и охранения законом интересов общества или государства. Следовательно, можно считать, что отсутствие уголовного процессуального законодательства права лиц, не являющихся участником процесса, на апелляционное обжалование решения суда первой инстанции в достаточной мере отвечает принципам уголовного законодательства, международным стандартам и требованиям Конституции Кыргызской Республики. На основании изложенного руководства статьи 34 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Айткула Икрама Назировича о проверке конституционности части 1 и 2 части 397 Уголовно-процессуального кодекса Республики оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим частям 1 и 2 статьи 61, частям 3 и 5 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо. Все, да?